Несмотря на все препятствия, несмотря на финансовые проблемы, продолжают делать свое. Стараемся помочь связями, площадкой. Меня зовут Руслан. Я являюсь сооснователем и руководителем независимого объединения музыкантов Kazakh Indie. Получается, первоначально мы начали свою деятельность как онлайн-платформа для поддержки инди-музыкантов Казахстана. Это был паблик ВКонтакте, где есть возможность делиться своей музыкой в открытую. То есть мы искали абсолютно разных музыкантов в разных жанрах, то есть без какого-то четкого одного направления по всему Казахстану. Давали возможность публиковаться у нас на странице, и сами делали различные статьи об истории экспериментальной независимой музыки в Казахстане. Вот. И в итоге на данный момент мы являемся объединением, которое всесторонне поддерживает независимую культуру, то есть мы работаем над организацией мероприятий, фестивалей, также отчасти функционируем как лейбл, то есть у нас есть несколько музыкальных групп, которые мы продвигаем, и в целом работаем как объединение, то есть нашей целью является не продвижение не только четко нашей организации, но в целом всей независимой культуры. Мы начали в 2017 году, на самом деле паблик начался раньше, в 2016. Наша подруга Динара делала его, она жила в Астане. Я на тот момент учился в Питере, сам из Алматы, учился в Питере и вообще планировал туда переехать. Но вот в какой-то момент очень сильно как раз у меня было несколько друзей из Алматы и из Караганды, музыкальных групп, которыми я интересовался, следил за ними. Вот, и у меня появилась цель вернуться в Казахстан на время и снять документальный фильм про эти группы из Алматы, из Караганды, из Семипалатинска. Вот. В итоге я закончил учебу, вернулся в Алмату, и вся эта история, как только я начал знакомиться с ребятами, снимать про них, окунулся во всю эту жизнь, то есть это меня повлияло на то, что я решил в итоге вернуться. Kazakh Indie начался, получается, в 2016 году. Наша подруга Динара начала этот проект первоначально как паблик ВКонтакте, то есть она как раз таки публиковала тогда только-только зарождающиеся какие-то новые проекты, независимые по Казахстану. То есть как раз только волна началась, появился Молдоназар, Кунарбай ФМ, вся вот это. И люди начали интересоваться, что у нас есть что-то свое, что-то интересное, в том числе на родном языке. Потом, в 2017-м, я до этого учился в Питере, параллельно следил за тем, что происходит. То есть у меня было несколько друзей, групп, которые делали независимую экспериментальную музыку в Алмате, в Караганде. Вот, и у меня появилась цель вернуться в Казахстан, снять документальный фильм про них. Вот, но на тот момент я не собирался переезжать обратно. То есть у меня дальше планы были все-таки уезжать из страны. Вот, но вся эта история по возвращению повлияла на то, что я решил остаться. То есть я независимо начал вот этот проект, но потом, собственно, Динара, которая делала этот паблик, тоже переехал в Алмату. И группы, про которые я решил снимать, в частности, вот Remedios и Mortalis, переехали в этот же момент из Семипалатинска. И как-то вот так все в один момент сложилось. Это наша команда, костяк нынешней команды. И мы начали активно продвигать наш проект уже не только онлайн, но и офлайн. В конце 2017 года мы сделали наш первый концерт в магазине винила «Букла». И потом мы решили, что то есть мы увидели отдачу, мы увидели, что людям это действительно нужно, какую миссию мы несем, и мы решили дальше продолжать наш проект уже шире. Вот. Ну и, собственно, как я говорил, первоначально были группы, из-за которых я решил снимать этот документальный фильм, и они стали основой объединения. То есть на данный момент это, в частности, Remedios и Mortalis, наши друзья. Сейчас это проект Me and My Invisible Orchestra, наша подруга Малика, которая тоже долгое время жила в Питере, как раз переехала тоже в Алмату.
Также это группа «Опия» вот из молодых. То есть, ну, это вот костяк групп, которым мы непосредственно занимаемся как лейбл, их продвижением. Вот, но в то же время мы не позиционируем себя как объединение, которое занимается там только 2-3 группами. То есть нашей основной целью является продвижение независимой культуры в целом. Поэтому мы всячески топим за объединение, за то, чтобы все какие-то разрозненности, у нас есть очень большая проблема, вот эта разрозненность и недоверие друг к другу, каких-то арт-коллективов, арт-объединений, не только музыкальных. Вот мы, в частности, делаем много проектов с поэтами, объединение слог. Вот мы объединяемся, чтобы в целом дать вот этот большой, сделать большой скачок для нашей культуры локальной. Вот. Вот одна из проблем, с которой мы первоначально сталкивались, это то, что никто не хотел нам давать площадку для выступлений, потому что был большой скепсис по поводу того, что такая музыка вообще кому-то нужна, потому что все-таки у нас больше развита той индустрия, ну, то есть как индустрии музыкальной как таковой у нас вообще нет. Вот, однако всегда в 80-х, 90-х всегда было очень много групп, которые делали очень интересный, клевый материал, но, к сожалению, по тем или иным причинам не было возможности его как-то продвинуть в массу. Вот, мы поняли, что вот это наша миссия. Также вот одна из проблем до, собственно, вот, появления таких коллективов, как Молдоназар, Кунар БФМ, была это то, что большинство музыкантов, опять же, вот из нашего объединения, реально боялись делать материал на русском, на казахском языке, потому что они не видели возможности что-то делать здесь, и, соответственно, если они что-то делали, то делали на английском, чтобы сделать международный продукт. Особенно на казахском, да, то есть были очень сильные стереотипы и какой-то такой даже стыд к своему собственному языку, к своей собственной культуре. Но как раз таки, вот, я считаю, очень большую миссию сыграл Молдоназар, то есть его пример, и люди перестали бояться, начали пробовать делать свое. Вот. Не в зависимости, то есть мы, конечно, тоже не акцентируем внимание на каком-то определенном языке, мы всячески продвигаем и выискиваем крутые интересные проекты именно на казахском, с каким-то влиянием, так или иначе, родной культуры. Вот. Потому что то, что действительно интересно, то, что наше, это, как говорю, что это вот повлияло на мою личную судьбу, да, то, что это как раз помогло мне как-то пересмотреть вообще, кто я, откуда я. То есть это важность этой земли, этой культуры для меня. То есть до этого у меня все детство хотел уехать. Вот. Ну и это повлияло на всех наших друзей. То есть вне зависимости от того, занимаются ли они музыкой или нет. Вот это сам факт того, что ребята, несмотря на все, на весь скепсис вокруг, несмотря на все препятствия, несмотря на финансовые проблемы, продолжают делать свое. Вот. И так получается, что этот пример музыкальный повлиял на всех наших друзей, которые, вот еще раз повторюсь, они абсолютно из разных сфер, но они помогают делать наш проект, потому что для них это не только музыка, это в целом важный проект для нашей культуры. Қайырлы кеш, достар. Добро пожаловать на Kazakh Indie Sessions. Учился на финансиста, параллельно увлекался документальным кино, и цель у меня была дальше уйти в кино, что это мечта детства. Но в итоге вся эта история повлияла на то, что да, я с одной стороны начал снимать про музыкантов, но потом я ушел вглубь и стал сам организатором в этой сфере. И то есть эта вся история, она повлияла на то, что опять же я нашел для себя новую цель, и это для меня не хобби, это основная деятельность, работа. Ну, параллельно, так как у нас тут большой комьюнити, это и арт-пространство и так далее, то есть моей работой является арт-менеджмент. Собственно, вот сейчас я работаю в пространстве трансформа, также вот пространство арткрафт. И параллельно вот, да, занимаемся продвижением Kazakh Indie, но это все часть, вот, получается, одного дела. То есть так или иначе, это все вот эти работа над этими проектами, это все часть одного. Когда я вот вернулся из Питера, я как раз был в поисках каких-то... То есть до того, как я вернулся, у нас была очень сильная проблема, что практически некуда было пойти. У нас не сильно была развита андеграундная культура. То есть действительно у нас
То есть было несколько клубов только, но это было не то, что мне хотелось. Вот как раз я вернулся после Питера, и первое место, куда я попал, это было «Взлетное», которое находится как раз-таки в этом здании. То есть первоначально это старый завод, который вот примерно 3-4 года назад объединение «Взлетное» переехало, сделало здесь клуб, и это стало таким местом притяжения как раз-таки всех молодежи, андеграундной, независимой культуры. Вот. И буквально в прошлом году как раз-таки наш друг Гали решил открыть здесь пространство ArtCraft, в котором, то есть мы к нему присоединились. Казак Инди стал резидентом этого пространства, то есть мы нашли свой дом, потому что до этого мы скитались. Элементарно наши какие-то все встречи, репетиции происходили где получится. Вот, то есть встречались мы в кафе, репетировали. Ну, когда были деньги, мы находили возможность порепетировать на репетиционной базе какой-нибудь. Но чаще всего, то есть у нас не было денег, и у ребят там практически 2-3 репетиции было перед концертом, что очень мало. Вот, но как раз таки благодаря вот этому, всей этой истории с ArtCraft у нас появился дом, мы здесь начали выступать, здесь наш офис, и здесь вот наша репетиционная точка. Именно сейчас прям очень радостно, что появляется все больше различных групп, объединений, пабликов, страниц в Инстаграме. То есть вот есть сейчас проект Озен, очень хороший. То есть до этого вот был, не знаю, сейчас вроде бы не уверен, функционирует, они все еще лейбл «Кровь с молоком», то есть тоже такой независимый лейбл, но он акцентирован на хип-хоп. Он тоже это пример, потому что инди, то есть делать в принципе инди-музыку у нас это как бы непопулярно, а еще если заняться этим полноценно как бизнесом, это невозможно практически. Вот, также вообще первоначально все началось с появлением фестивалей, то есть это вот первый фестиваль Nomad Vibes дал какой-то толчок, потому что до этого и концерты проходили редко, уж фестивали тем более. Вот. Потом вот начали появляться объединения. Ну, когда мы только вот в 2017 году начали, практически, говорю, это был максимальный скепсис, зачем это делать. Но вот последний год, особенно вот последний год, все больше можно наблюдать таких объединений. В Алмате грех жаловаться вообще на проблемы, потому что на самом деле у нас очень много яр-пространств и объединений, и движений, и очень много музыкантов. То есть если ты хочешь собрать свою группу, на самом деле это не такая сильная проблема, если захотеть. Проблема только лень. То есть здесь в Алмате проблема лень, что люди думают, что кто-то это сделает за них, или ну, элементарно просто как-то упаковаться, побольше порепетировать, поработать над подачей на сцене и так далее. Вот. В отличие от других городов, там, например, даже про крупные города, если говорить про Шымкент, то там проблема, что элементарно нету репетиционных точек. Вот. Если говорить про наше объединение, то да, сейчас расширяемся, потому что вот именно, говорю, последние, в частности, можно выделить год, прям очень-очень много крутых молодых команд. Вот и мы всячески с ними знакомимся, поддерживаем. Даже если мы не работаем с ними полноценно как лейбл, то так или иначе мы стараемся помочь связями, площадкой, то есть появляются какие-то новые проекты, мы их пинаем, тянем, что вот надо выступать, потому что если у вас не было опыта, вы нигде его не получите, вот мы даем площадку. Вот. Ну, конечно, в идеале мы хотим, чтобы мы могли работать с музыкантами по всему Казахстану, вот, ну элементарно нет такой возможности, потому что мы не можем быть в каждом городе, вот, но, однако то есть, приятно, что вот есть ребята, которые делают независимо сами по себе. Например, у нас в Атырау есть друг Жолтаксан, рэпер. Ну, то есть он первоначально начал как электронщик, сейчас он больше ушел в хип-хоп. И определенно там он сталкивается с большими проблемами, чем здесь, потому что там площадок нет. Он продолжает делать свое, продолжает делать у себя дома, и при этом он не планирует переезжать оттуда. То есть, что очень большая редкость. Вот. Но очень хорошо развита сцена в Караганде. Вот. В остальных же городах проблема, и все переезжают в Алмату. Вот. Но в Алмате я говорю, что куча возможностей. У каждого отдельного исполнителя есть свой слушатель, и это как раз-таки, наверное, основной фактор, который как-то помогает нам пробовать изменить. Потому что когда мы только начинали, да, у нас тоже сложилась такая ситуация, что это примерно там 100-120 человек, это примерно одни и те же люди. Вот, ну, если в рамках Алматы смотреть, по крайней мере. Вот, вот как раз-таки пример с группой Аршат у нас очень сильно изменил ситуацию, потому что немножко это другая аудитория, и вот мы начали работать вместе, то есть пришел
такой приток другой аудитории. Вот, и каждый отдельный исполнитель ведет какого-то своего слушателя, и первоначально, да, у нас вот существовал конфликт даже, то есть элементарно, к сожалению, это больная все еще тема, казахоязычная и русскоязычная аудитория, она не ходит на одни и те же мероприятия. Это очень большая культурная проблема. Вот, но как раз таки через музыку мы можем на это повлиять, потому что люди приходят на исполнителя и параллельно слушают других и видят, понимают, что ну, музыка всех объединяет. Вот. По поводу популярности, ну, понятное дело, что как и в любой другой стране, Индия это чаще всего, то есть это музыка очень на любителя, но у нас сейчас очень сильно меняется. Почему? Потому что выросло новое поколение, которое хочет нового, это во-первых. А во-вторых, оно хочет, чтобы это было сделано у нас на родном языке. Вот как раз таки новое поколение тянется, и видно, что то есть очень большой приток молодежи. Ну, искусство, в принципе, считывает как раз таки те настроения, то, что происходит в культуре, в стране, в социуме. И когда мы только занялись этим проектом, то есть как раз таки, то есть я тоже был в рамках Казахстана очень аполитичным, практически не следил за ситуацией, потому что был очень мощный застой. То есть я больше знал о России, чем о своей родной стране, и как раз таки потом я переехал, практически не следил. Когда вернулся обратно, то есть для меня четкое было понимание, что Индия, андеграунд — это всегда протест, это всегда о больном. Но при этом у нас практически не было проектов, кто не боялся и хотел что-то говорить. Дело даже не только в страхе, а то, что действительно вот аполитичность захватывала всех, молодежь особенно. Вот. Но как раз-таки вот эта вся ситуация, нынешние изменения политические, культурные, социальные, и молодежь не могла. Ну, то есть это напрямую влияет на человека, он не может об этом не говорить. И тем более это новое поколение ребят, у них нет вот этого стопора в голове. То есть, например, даже вот мы, кто родились там, 95-й, 96-й, 97-й, у нас все равно есть какое-то ограничение и страх, на который повлияли наши родители. То есть все равно, что ты лучше потише, поспокойнее себя веди, тебе лишние проблемы не нужны. То вот, просто как раз пример, они помладше, это поколение 2000-х, они ничего не боятся. И как раз таки, да, вот эта песня очень стала практически гимном всего движения. Поехали. Мой Элбасы, отпусти меня из этого рая. Мой народ никогда не восстанет. Я не знаю вся степи и края. Я умираю в Нур-Султане. Но очень приятно, что параллельно очень сейчас много появляется, и ребята очень много шлют нам в паблик, что вот мы хотим высказаться и так далее. Да, иногда это бывает, что высказывание ради высказывания, то есть там больше цель месседжа, нежели музыки. Вот. Но это только начало, и понятное дело, что там люди ищут себя, как вот это все преодолеть. Но на кого-то как раз таки это повлияло, что кто-то хочет высказаться, но он не знает как, он понимает там, что... Ну, отчасти это и отчаяние, потому что он не может ни на что сам повлиять, у него нету рычага, вот, а так хотя бы через музыку, через кино. Вот.